Я язык обжег. Здравствуйте, уважаемые подписчики! С вами сегодня Пономарев Михаил. И у нас снова музей зимних рецептов. Подготовка на улице. Мы сегодня будем готовить семя, мясную колбасу. Этот рецепт мы нашли у уважаемого краеведа, историка Самогато. В книге «Пища якутов» у него очень это хорошо описано. Как там написано? То, что делаем фарш мы делаем старинным образом. В колуне это, так скажем, не фарш больше, а рубленое мясо. Сюда убираем вот лишнее. У нас мясо свежее этого года. Это идегете, жеребятина. Убираем лишнее вот так вот. Оставляем на потом. Можно сделать бульон как-нибудь. И вот, процесс очень простой. Мы берем и вот специально выдолбленном, как в книге написано, «Пища якутов», сооружение, так скажем. Так, рубим мясо. Лишнее убираем. Приготовленное таким образом фарш, он сохраняет свои мясные структуры, так скажем, волокна мяса. И таким образом в ресторанном деле он очень высоко ценится. Консистенция, по-моему, уже нормально. Очень стало похоже на фарш. Пока откладываем. Берем еще кусок мяса и продолжаем. И вот мы чудесным образом переместились вовнутрь. То, что у нас получилось, заняло примерно минут 15, может быть больше, может чуть меньше. По консистенции очень похоже на фарш именно если потрогать вот так. Дальше будем уже его заправлять зеленым луком. Если рассказывать про историю этого блюда, именно семя, это, скорее всего, была еда для довольно богатых людей, потому что очень труднозатратная, потому что это же мясо можно просто сварить и съесть, или пожарить. А вот тут именно это блюдо, именно процесс подачи, еще с добавлением довольно большого, для тех времен, обильного приправы, так скажем, обильная. Это зеленый лук для нас и по вкусу солью. Вы сами дома, если хотите повторить такое блюдо, можете, конечно, еще добавить чеснока, лука, репчатого для, сочности. Самое главное, по вкусу солью. Главное не переборщить количеством соли. И недосоленное блюдо, это тоже невкусное, не самое лучшее. И вот, если еще говорить именно про колбасы, конечно, самая распространенная в Якутии вид колбасы — это у нас кровяная колбаса, которая до наших дней очень хорошо сохранилась. То именно семя, данный вид продукта, так скажем, колбасы мясного, то он до наших дней очень не дошел. Люди дома просто так не готовят. Если даже готовят, то это уже реконструкция с обычной колбасы, либо наших соседей, как раз братских народов. Если сравнивать с тюркскими народами, то у казахов есть, как раз тоже делают из уже конины, либо у бурятов. Я сам лично пробовал бурятскую версию этой колбасы. Она довольно вкусная, мясная. Наши предки, скорее всего, могли готовить такую колбасу, но как уже отметили, те, у кого есть очень много времени, либо те, кто может себе позволить рабочих. Это богатое население. Те, у кого много людей работают, то они себе могут позволить уже такие блюда. Добавляем еще внутренний жир, хорошо нам уже знакомый с предыдущих рецептов. Главное с этим не переборщить. Чуть-чуть добавляем, он добавит пикантности нашему блюду, так скажем. Он такой уже подтаявший. Все хорошенько, обильно перемешиваем. Главное перемешивать руками, потому что тогда результат наилучший. Полностью мы уже сможем хорошо перемешать. И не надо забывать как раз про историю северных народов. У наших тоже собратьев
эвенов, эвенков, также и даже полезиатских народов есть похожие блюда, но они начиняют уже внутренности оленя рыбными продуктами. Ну, морепродуктами, либо лесной рыбой. Ну, тоже колбаса, только рыбная. Ну, как раз вот пища якута в книге Убало, он описывает именно как его северный вариант мясной колбасы. Уже наготове лежит, ну это уже говяжья кишка. Обычно в такую сейчас люди начиняют кровяную колбасу, выворачивают наружу, так скажем, или как там, наизнанку. Тогда получается то, что наружная часть она гладкая, а внутри находится уже как раз жир. Ну и самому названию как раз сейчас мы поймем, почему же это блюдо называется семя. Потому что люди туда вталкивали. Потому что якутское слово семер, раз с него и происходит у нас название нашего блюда семя. Просто человек заталкивает туда фарш. Вот если еще колбасу, которая у нас сохранилась, говорить про кровяную колбасу, это продукт очень простой. Кровь, отделенную от ненужной части, застаянную кровь, просто размешивают с молоком, солят, перчат по вкусу, можно добавить специи и варят. Кстати, нашу колбасу мы будем варить недолго, потому что жеребятина готовится довольно быстро. Это займет у нас меньше часа, даже полчаса, скорее всего. И самое главное, чтобы не уварить оболочку колбасы. Потому что если переварить ее, передержать, она станет хрупкой, просто порвется. Остатки добавляем. Как раз у нас вода вскипела. Сейчас завяжем, равномерно распределяем. Вес примерно какой получился? Полкилограмма где-то. Тут как раз вместилось примерно полкилограмма мяса. И добавляем туда вес кишки. Чуть меньше килограмма, скорее всего. Кстати, нитки в древние времена наши предки, скорее всего, использовали либо жилы, либо конские волосы. Это точно не могу сказать, так как в записях редко где осталось. Несколько таких ниток берем и плотно завязываем, чтобы сок не вытекал. Самое такое нужное в данном блюде, самое вкусное. Плотно завязываем. И кипящую воду уже добавляем уже заранее подготовленную воду, нашу колбасу и на медленном огне варим. Примерно 40 минут, скажем, чтобы просто внутри мясо дошло, приготовилось. Ждем 40 минут. Прошло у нас 10 минут. Примерно в таком состоянии. Вода медленно кипит. И ждем еще. Примерно еще минут 20 подождем. И, скорее всего, блюдо у нас будет готово. Можно чуть-чуть подправить. У нас она не тонет, да? Всплыла. Так, подправляем. И ждем. Прошло ровно полчаса. Надеемся, что у нас еда уже приготовилась. Полчаса интенсивного кипения. Отключаем огонь и достаем. Вот уже момент истины и проверяем.
приготовилось ли у нас блюдо. Вот как раз самое ценное, сок вышел. И все, сварилось успешно. Ну и первый кусок для дегустации. Запах очень вкусный, приятный, аппетитный. Солим, так скажем, для вкуса контрольно. Ну и пробуем. Горячо, очень горячо. Мясо очень горячее получилось, но очень вкусно. Ну, очень сочная консистенция. Ну, как видели, вот сок вытекал. Консистенция очень удачная. Структура мяса чувствуется. Ну и немножко так сочно. Вкус лука чувствуется. Ну и самое главное, это вкус жеребятины. Очень хорошо сохранился из-за того, что он вот сам в своем соку варился. В воде он как бы свой сок не отдал, бульон. И таким образом вкусно. Мой вердикт. Приятного аппетита. Божественно. Хая?